С 8 апреля на территории Лесного фонда Башкортостана стартовал пожароопасный период. Хотя в республике идут проливные дожди. Есть ли здесь взаимосвязь? Этот и другие вопросы обсудим сегодня с министром лесного хозяйства Республики Башкортостан Маратом Шарафутдиновым. Марат Искандарович, здравствуйте. Добрый день. Пожароопасный сезон планировали открыть в республике после 10 апреля, но он стартовал раньше. В связи с чем? Чтобы вы понимали, с 8 апреля уже открыт пожароопасный сезон. Произошли уже первые возгорания на территории Белорецкого лесничества и Зилаирского лесничества, поэтому, чтобы своевременно реагировать, чтобы наши лесопожарные формирования были уже в режиме повышенной готовности и готовы реагировать на любые ситуации, поэтому и был открыт пожароопасный сезон. К слову скажу, что на сегодня уже 3 возгорания, в том числе вот буквально вчера в Бурзянском районе мы потушили еще один пожар, поэтому я думаю, что с учетом текущей ситуации и мартовской жары, поэтому мы, наверное, приняли правильное решение и открыли сезон именно 8 апреля. Хотя действительно он для многих покажется, наверное, ранним, даже по сравнению с прошлым годом. У нас в прошлом году первый пожар произошел 20 апреля, то есть практически на 2 недели раньше у нас в этом году начались возгорания, именно в лесном фонде. В лесничествах республики уже зарегистрированы первые случаи пожаров. Давайте поговорим об этом. Какие силы привлекли? В Зилаирском, Белорецком, Бурзянском районе, это как раз зона ответственности, касаемо Белорецкой и Бурзян, зона ответственности лесопожарной станции 3-го типа Белорецкая. То есть выезжали ребята оттуда. А непосредственно в Бурзянском лесничестве у нас как раз участок этой лесопожарной станции, поэтому в Зилаире у нас своя лесопожарная станция 3-го типа. Она тоже оперативно отреагировала. Нужно сказать, что все пожары мы потушили в течение первых суток. За сутки мы не переваливали. В общем и целом при тушении пожаров было задействовано порядка 50 человек наших лесопожарных станций и наших лесхозов, и плюс порядка 20 единиц лесопожарной техники. Пока ситуация вот такая, держим на контроле. В целом у нас по Республике Башкортостан на текущий год сводным планом тушения лесных пожаров, который Радик Фаридович Хабиров утвердил 18 марта, предусмотрено привлечение порядка 13,5 тысяч человек личного состава и более 3,5 тысяч единиц техники. Это предприятия, организации, частные, то есть всех форм хозяйственной деятельности. Кроме того, у нас на территории каждого лесничества разработан план тушения, это уже в муниципальном разрезе, где также расписано, от какого предприятия, от какого арендатора, какой вид техники, сколько человек, какой вид инструмента и инвентаря будет предоставлен для тушения лесных пожаров. Чтобы ввести в курс дела наших зрителей, давайте немножко разъясним, что такое пожароопасный период. В лес ведь ходить можно, но есть свои ограничения. Открытие сезона, пожароопасного сезона нужно для того, чтобы, как я уже сказал, наши лесопожарные формирования мы привели в режим повышенной готовности. И они уже могли выезжать на любые сигналы возгорания. Следующий этап, тут каких-либо ограничений на посещение лесов нет. Единственное, при посещении лесов уже ограничиваются, предъявляются определенные требования по запрету разжигания костров, жарению шашлыка и так далее, и так далее. Ну и к лесопользователям, арендаторам тоже уже обязанность по сжиганию порубочных остатков, то есть запрет на сжигание порубочных остатков. Следующий этап, чтобы люди тоже понимали, он все равно у нас будет вводиться, мы предполагаем, что с 29-30 апреля это уже особый противопожарный режим. Тут уже режим ограничений, он усиливается. Удваиваются практически штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Следующее, если уже классы пожарной опасности у нас повышаются, и на протяжении последних 3 суток каждый день у нас происходит 1 или несколько пожаров, мы уже можем вводить ограничения на посещение лесов. То есть вот при таком режиме у нас местному населению, гражданам, туристам уже вводится запрет на посещение лесов. Исключение составляют только лишь лесопользователи, которые занимаются мероприятиями по охране, защите и воспроизводству лесов. Ну и дальше, если смотреть, конечно, это нежелательно, это уже чрезвычайная ситуация, там уже работает совсем другой алгоритм действия, то есть он муниципального уровня, регионального уровня и так далее. Поэтому вот такая градация именно по обеспечению режима, обеспечению ограничений, он действует. Если сравнивать с тем же периодом прошлого года, можно ли спрогнозировать ситуацию на этот год? Во-первых, мы, конечно же, ориентируемся на тех прогнозах Росгидромета. У нас на сегодняшний день есть полный прогноз на пожароопасный сезон текущего года по месяцам и даже в разрезе муниципальных районов. Картина, конечно, не такая, скажем так,
расслабляться не позволяет, потому что практически половина районов нашей республики, особенно южной части, она подвержена будет высоким классам и чрезвычайно высоким классам пожарной опасности в течение летних месяцев. Значит, второй прогноз, который мы получаем, это среднее пятилетнее значение. Его делает наша федеральная структура авиалесоохрана. То есть с учетом уже произошедших средних пожаров за 5 лет, они нам тоже выдают прогнозы, где наиболее негативное возможное развитие ситуации. То есть основываясь на этих моментах, мы реагируем и планируем свою работу. Ну и плюс, конечно, мы плотно работаем с нашим Башгидрометом. Каждый практически день получаем бюллетени на сутки, на 3 дня вперед. Исходя из этого, также уже доводим информацию до наших лесопожарных формирований. Но, как я уже сказал, повторяюсь, наверное, когда мы уже открыли пожароопасный сезон, мы своим приказом уже переводим все наши службы в режим повышенной готовности, чтобы было время реагирования не более 3 часов на любое возгорание с учетом доезда до места возгорания. Марат Искандарович, с 2021 года у нас в республике успешно работает система «Лесохранитель». Видеокамеры фиксируют дым и передают информацию уже диспетчерам. Вот насколько успешно реализуется эта система? Честно говоря, эту, наверное, систему «Лесохранитель», систему видеокамер мы внедряли еще в 13-х годах. То есть первая генерация камер, она, наверное, можно ее назвать опытной. Она, конечно же, была без искусственного интеллекта, чисто визуальный обзор. У нас они работали до практически 2015 года. Ну, учитывая, что у каждого агрегата, каждого оборудования есть свой ресурс, они были списаны. И вот действительно правильно говорите, сейчас у нас работает 22 камеры системы «Лесохранитель». По прошлому году эффективность достаточно высокая. Значит, во-первых, они не допустили, вернее, благодаря камерам мы не допустили перехода огня из других категорий земель. Более 30 таких фактов наши камеры отфиксировали, и мы оперативно среагировали, и с полей огонь не зашел в лес. То есть мы успели его минерализованными полосами отбить, потушить и не допустить ущерба лесу. Во-вторых, у нас все-таки это мониторинг, он такой, с точки зрения даже не только пожарной безопасности, но и за нарушителями пожарной безопасности можно наблюдать с точки зрения того, что арендаторы на своих арендованных территориях, опять же, запрет на сжигание порубочных остатков, если какой-то огонь, мы его сразу фиксируем и сразу понимаем, это где там с погрешностью 200 метров нам информацию эти системы лесохранитель выдают. Ну и, конечно же, мы на этом, то, что сегодня у нас работает, не останавливаемся. В этом году вот буквально, наверное, в течение месяца мы уже объявим закупочные процедуры на установку еще как минимум 35 видеокамер. Они у нас уже подобраны, места их дислокации установлены. Они будут, как и прежде, размещаться на вышках сотовых операторов, на вышках телерадиовещания, наиболее пожароопасных и горимых районах нашей республики. Опять же, предпочтительно наши районы Зауралья. Вот вы сказали о том, что планируется закупка видеокамер. А что касается техники? В этом году закупили ли новую технику? Или, возможно, вот в условиях современных технологий дроны как-то помогают? Одно другого не исключает. Действительно, вот мы по итогам первой генерации федерального проекта сохранения лесов, национального проекта, в то время еще, как он назывался-то? Экология, да, экология. Укомплектовали 100% по нормативам нашей лесопожарной формирования, но, тем не менее, техника, она тоже ездит, у нее происходит износ, и в текущем году мы обновляем. Отконтрактовали уже 7 единиц техники, это малые лесопатрульные комплексы, это автобусы для довоза личного состава. А то, что касается современных технологий, еще раз говорю, одно другого не исключает. У нас вот на сегодня на вооружении 31 беспилотный летательный аппарат, будем говорить, среднего, малого и среднего класса. Это не большие, не более 30 килограмм, они предназначены для мониторинга. То есть вот мы буквально сегодня еще раз установочное совещание провели после открытия уже пожароопасного сезона, штаб провели, где было четко уже указано, каждое наземное патрулирование происходит у нас с использованием беспилотных летательных аппаратов. Это патрулирование наземное. Плюс беспилотные летательные аппараты, конечно же, применяются при мониторинге действующих пожаров. Учитывая нашу горную местность, рельеф и так далее, иногда не всегда удается спрогнозировать визуально, куда пойдет огонь или откуда лучше подъехать к кромке огня. Вот для этого как раз используются беспилотные летательные аппараты именно для мониторинга действующих лесных пожаров, что опять же позволяет минимизировать распространение, и как раз повысить оперативность реагирования и быстрее потушить эти пожары.
Марат Искандарович, и завершая нашу беседу, давайте, наверное, напомним зрителям еще раз о том, в случае, если они столкнулись с лесным пожаром, что нужно делать, куда звонить. Ну, наверное, уже из всех чайников и утюгов мы трезвоним, что у нас единый телефон лесной охраны 8 800 194 20. Более того, наша региональная диспетчерская служба Министерства лесного хозяйства работает в тесной связке с ЕДДС муниципальных районов. То есть на территории каждого муниципального района есть единая диспетчерская служба. Плюс мы работаем в связке с ЦУКСом, Центральное управление при МЧС по Республике Башкортостан. И любой телефон службы 112 даже, он все равно в любом случае мы этот сигнал получим. Главное, чтобы не оставаться безучастным. То есть не думать, что там кто-то уже, наверное, позвонил и так далее. Лучше продублировать, мы лучше второй раз примем. И при этом, если не обладаете абсолютно там навыками какие-то тушения лесных пожаров, конечно же, не кидаться, сломя голову, на тушение пожаров. Потому что несчастные случаи при тушении пожаров, слава богу, не у нас, в других субъектах, и они постоянно происходят. Поэтому я считаю, что главное тут даже, наверное, не сообщать, а начинать с себя, не разводить костры, не выкидывать окурки в лесу, учитывая, что сухая трава прошлогодняя еще стоит, и новая свежая зеленая трава не пошла. Поэтому не мусорить в лесу, потому что любая брошенная бутылка, она рано или поздно отработает как линза, как стекло, и от этого может произойти возгорание. То есть в первую очередь нужно начинать с себя, быть внимательнее и суметь среагировать вовремя. Работаем мы, конечно, в этом направлении достаточно плотно. Вот у нас как раз с 15 марта уже стартовала акция «Останови огонь». Мы уже порядка 14 тысяч листовок раздали. Огромное количество бесед провели со школьниками в школах, в детских садах. Сходы граждан провели. Большая армия у нас охотников. Совместно с Минэкологией при прохождении экзаменов практически мы проводили занятия с охотниками по предупреждению, выявлению и соблюдению мер пожарной безопасности, в том числе при охоте. То есть эта работа, она проводится. Но вот я призываю всех жителей республики быть внимательными в лесу. Лес, все иногда думают, что вот поле горит. В поле горючего материала гораздо меньше. Если огонь попадает в лес, то там горючего материала гораздо больше. Иногда это и свежая древесина, это и готовая древесина. И потушить его гораздо тяжелее. Поэтому еще раз обращаю внимание на соблюдение правил пожарной безопасности в лесу. Благодарю за приятную беседу, Марат Искандарович. Надеемся, что все будет хорошо. Спасибо. В эфире была Алия Альтубаева, программа «Интервью». Всего доброго.